Борьбу за трезвый образ жизни городские власти ведут не первый год. Однако статистика все еще весьма неутешительна. По данным МВД Республики, за 2025 год совершено больше 1500 преступлений в состоянии алкогольного опьянения. И вот свое слово на животрепещущую тему высказали депутаты Думы Якутска. Нормотворцы предлагают не продавать горячительное 6 праздничных дней. Якутская городская дума предложила представительным органам республики поддержать эту законодательную инициативу. Мы считаем, что ограничение реализации спиртных напитков в указанные дни благоприятно скажется на укреплении моральных устоев горожан и продвижении принципов здорового образа жизни. Пропаганда ЗОЖ – это, конечно, хорошо. Однако к такой инициативе возникают сразу несколько вопросов. Если алкогольные маркеты закрыты, не побежит ли толпа в наливайки и лжекафе, которые плодятся, несмотря на все запреты и, к слову, часто становятся точками сборищ для маргиналов? А вдруг и того хуже – начнут производить спиртное в кустарных условиях или даже покупать контрафактный продукт? Да и так называемые бутлегеры не дремлют. Да, здравствуйте. А вы доставляете? Да. А что есть в наличии? Пиво, водка, вино, коньяк, виски, шампанское. А расценки можно узнать? На WhatsApp напишите, прайс отправлю. География какая доставки? Только в центре? Вам куда нужно? В Марху. В Марху доставка 700 рублей. Эти же проблемы заботят предпринимателей Якутии, продающих алкоголь. Таких, кстати, немало. На сентябрь 2025 года в республике действует 433 лицензии на реализацию спиртного. Представители бизнес-сообщества уверены, объем их продаж едва ли снизится. Все-таки народ умеет покупать впрок и про запас. Мое мнение очень простое. Давайте сделаем 2 дня выходных в неделю. То есть законодатели предлагают 6 дней. А мы сделаем 110. 110 дней мы не будем торговать алкоголем. Я думаю, что для нас это будет облегчение бизнеса, снижение зарплат. Потому что зачем людям работать 2 дня? Будут работать бутлегеры, будет запас, будут разливайки. Что кроме широкого шума о том, что мы победили, что-то сделали, что произошло в городе? В принципе, ничего. В случае принятия законопроекта запрет будет распространяться не только на столицу, но и на всю республику. Тем интереснее узнать, что думают якутяне об идее «Слуг народа». Я думаю, что эта практика показала себя позитивно, раз такое решение рассматривается на внедрении на постоянной основе. Запрет продажи алкоголя в праздничные дни – это не запрет как таковой, а наоборот освобождение от какого-то наигранного, вымышленного веселья. Но есть же и оборотная сторона этой медали. Для тех, кто желает выпить, они всегда найдут. И здесь уже будут потреблять люди суррогатный алкоголь, что тоже чревато последствиями для здоровья. Как спортсмен, я думаю, это хорошо. А не думаете, что все равно найдут, где купить? Да, найдут. Это печально, конечно. Однако окончательное решение остается за народными депутатами Якутии. Как сообщает пресс-служба Илтумен, законопроект еще не поступил в парламент, но велика вероятность, что вопрос будут рассматривать уже на осенне-зимней сессии. Саргалана Неустроева, Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Станислав Потапов, Якутск.